Директор автономной некоммерческой организации «Центр развития территории продвижения». Певица Дина Рой. Заместитель директора по организации зрителя Коми-Пельмяцкого национального драматического театра Татьяна Николаевна Климова. Директор культурно-делового центра города Кудымкара Андрей Сергеевич Ермаков. Ну и председатель жюри, представитель ассоциации чемпионов КВН Прикамья Иван Андреевич Ёлоков. Ну что ж, друзья, жюри представлено, команды представлены. Пожелаю вам только одно: ни пуга, ни пера. Аплодисменты командам, мы вам отпускаем готовиться к первому конкурсу. Ну что ж, друзья, я оглашу регламент сегодняшней игры. Всего 7 команд. Они сыграют 2 конкурса. Это фристайл, максимальная оценка 5 баллов. Это выступление абсолютно на любую тему. Главное, чтобы было смешно. Ну и второй конкурс – это разминка. Здесь максимальный балл всего 1. Ну что ж, давайте мы с вами порепетируем, как мы будем аплодировать нашим командам. Ну, давайте порепетируем. О, ну что-то тихо. Давайте еще разок. Мощно, мощно будем встречать команду. Ну, вот, команда. Очень важна ваша поддержка. Ну что ж, начинаем наш новый сезон. И открывает наш чемпионат команда КВН «Незачет» Коми-Пельмяцкий агротехнический техникум. Ваши водные аплодисменты. Ребята, чтобы нам выиграть наш последний сезон, нам нужны новые игроки. Я беременна. Что? Какой месяц? 7-й. Мальчик или девочка? Мальчик. А кто обладатель этого материнского капитала? Кто отец? Я. Галина Михайловна, а вам что, деньги не нужны? А кто-то сомневается, что я сама не смогу получить материнский капитал? А ты чё вышла? Киоск с семечками разорять собираешься? А ты что, сам материнский капитал не получишь? А ты чё заднюю даешь? Да я что-то передумал. Адидас 3 полоски, на 2 менять не хочу. Да ладно вам, ребят, вы лучше сюда посмотрите. Я это на УЗИ сфоткала. А что ничего не видно-то? Так, год назад еще делала. Наташ, тебе тут звонят. Абонент 10 килограмм написано. Почему сбросила? Худею. Кстати, Галина Михайловна, а сколько вы весите? Ой, как-то у женщин про эти дела вообще не спрашивают, Наташа. А сколько у вас пенсия? Да, 55 килограмм. Наташа, ты такая бескультурная, необразованная. Неправда. А какое последнее умное слово ты узнала? Контрацептив? То есть умными словами мы не пользуемся, да? Ребят, может вы уже номера показывать будете? А у нас нет ничего из номеров. Ну так рожайте. Тебя за язык никто не тянул. Случай в аптеке. Здравствуйте. Здравствуйте, а я на пересдачу. А что пересдавать-то? Тест на беременность. Я провалила. Да капец. Что случилось? Я вспомнил, как передо мной Галина Михайловна разделась. Видите, вообще-то мы все перед выступлением в гардероб ходим. Если кто не знает, это Витя, специалист по телефонам. Сборка, разборка. Отборка. Ладно,
последняя котлета. Петровский, Петровский. забирай. Сам забирай. А вы знаете, почему в тюрьме сейчас 2021? Потому что нормальные пацаны год крысы пропускают. Случай в семье. Кто в доме хозяин? Ты, Я спрашиваю, кто в доме хозяин? ты, Кто? ты, дорогой. Вот именно! И я сам решу, где мне начинать мыть полы! Два военкома пришли забирать одного и того же призывника. Моргенштерн, Моргенштерн. забирай. Сам забирай. В магазине духов. Дорогая, на, смотри страницу. Нравится аромат? Да. Вот и отлично. Миша, нам нужна твоя помощь. Пойдем? Сесть нужно, да? Да. Михаил Ботинов наконец-то дождался очередь в Кудымкинский детский сад. Ладно. Блин, а кто его теперь забирать-то будет? Забирай. Сам забирай. Так это же не котлета, тут дело серьезное. Пойдем. Плохая семья. Да что ты не орешь? Не орешь! Ты не понимаешь, Мне вообще-то тоже больно сейчас было. Ты вообще не думаешь о моих чувствах? Да что случилось-то? Это из-за тебя правительство распустили. Ты что, это же все Путин? Звони ему. Это же нереально. Вечно у тебя одни отговорки. О, Господи. А чё это ты с ним так официально? А как я должен с ним разговаривать? Здорово вам! Зайка, вещи собирай. Зачем? Я дозвонился. Путин и Медведев в Кремле перед выборами. Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич. кресло президента, Ну да. забирай. Ну и заберу. Алло, Здорово вам! здравствуйте. Зайка, вещи собирай. Не, ну так ласково меня еще никто не называл. Ребята, а вы знаете, что в Китае больницу в связи с коронавирусом построили за 1 неделю? А у нас в Кудымкаре строят целый год! Что-то у меня кашель. Что-то знобит. Ну, вы поняли. А с вами была команда КВН «Не зачет». Не команда, а котлета. Давайте еще раз поддержим первую команду. Первыми выступать всегда очень и очень тяжело. И, по-моему, ребята справились.
Ну, хочется сказать, что чемпион нашей лиги, не данной игры, а следующей, это у нас полуфинал. Финал нужно еще пройти. Чемпион нашей лиги будет представлять нашу лигу в суперфинале краевой лиги, которая состоится в декабре этого года в городе Краснокамск. Ваши аплодисменты. Ну что ж, продолжим. Сейчас на сцену выйдет новая команда, поэтому надо ее поддержать очень-очень-очень прям мощно. И называется она Костяника, город Кудымкар. Бурные аплодисменты. Здравствуйте, мы команда Костя. Ника, мы называемся дуэтом. Это потому, что один из вас на трио не смахивает, да? Чё, такой высокий, что ли? Я, как видишь, на этот раз подготовилась. Кстати, да, каблуки и табуретка по цвету подходят. Слушайте, лучше выступают. Это Никита, и он самый безбашенный среди нас, потому что только он на детских утренниках может играть в отморозков и дровосеков. А это Костя, и глядя на него, все понятно. Я думаю, у каждого из нас в классе был такой человек, над которым все смеялись, потому что он был маленький, страшный, ушастый, а Костя это комбо. Ну и фото с этим чудом стоит 20 рублей. Никит, сколько времени? Мне же мама нужно будет. Тебя мама опять курит по расписанию? Алло? Здравствуйте. Вам не нужен кредит в 300 тысяч рублей? Нет, А в 100? нет, А в 30? нет, спасибо. Да дай хотя бы 100 на телефон скину, только трубку не клади! Это что, опять твой бывший? Это у которого папа? Директор детского трикотажа? Да, ему 20 лет, он все еще носит эти детские колготки. Так и расстались. Не, ну а что он один раз мой надел, так и ушел на работу. Так, ребята, сбавили децибелы, начинаем КВН! Вишневая семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка, вишневая семерка, вишневая семерка. В наше время мужчины стали больше походить на женщин. Итак, представим ситуацию через 10 лет. Привет, Никита! Ты сюда на что пришел? Да вот моя на работу пошла, а я решил себе спортивный строить. Маникюрчик, педикюрчик, лакирование. Ой, ресничек. Ой, еще и губки надо подколоть. Наверное, это мой рай, искать его отражение. Иди, да иди. Ой, как ты маникюрчик делал? Обрай. Может, посмотрим? Ну, пойдем. Вишневая семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка, вишневая семерка. А вы знаете, почему фильм «Трансформеры» не снимали в России? Не знаете? А мы сейчас вам покажем. Вишневая семерка, неоновые фары, на Блин, надо было шестерку брать, она лучше. Вишневая семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка, вишневая семерка. А наш Костя учится на ветеринара, и он закончил музыкальную школу, а теперь представим, как он будет играть на корове. Мне так плохо, одиноко. Вишневая семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка. Твои глаза как зеркало. Такое личико, такие губки. Губки закачаешься. Ой, не смущай. Молчи, дай полюбуюсь на свое отражение. Так, все, хватит, пора заканчивать. Семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка, вишневая семерка, вишневая. Мама звонила, опять ругаемся. Ой, я помню, как ты 3 дня одну жевал жвачку из-за того, что ты не дал маме вторую. Подождите, ребята, я приготовила двустишье. Кто смотрел, тот молодец, а теперь, увы, конец. Thank you.
вами была команда КВН «Костяника». Спасибо. Ну что ж, давайте еще раз похлопаем команде. Она выступала первой и очень волновалась. Но думаю, у них в будущем все будет хорошо, и они дальше будут играть в КВН. Ну что ж, так как у нас сезон очень-очень крутой, у нас очень-очень много призов. Можно музыку на фон. И я скажу спасибо всем нашим зрителям и, конечно же, всем спонсорам, которые неравнодушны к нашему КВНу. Итак, выражаем благодарность владельцу салона оригинальных подарков «Ёшкин кот» Егору Миханошину. Ваши аплодисменты. Он сегодня в зале. Мы выражаем благодарность директору Коми-Пермянского драматического театра Анатолию Пахомовичу Четину. Также выражаем благодарность коллективу газеты «Парма Новости». Ну и, конечно же, говорим большое спасибо Олегу Четину, владельцу барбершопа «Карма». Ваши аплодисменты, он тоже сегодня в зале. Ну что ж, мы продолжаем. На сцену выходит также новая команда с весьма интересным названием. И представляет она Коми-Пермянский агротехнический техникум. 5 ошибок папы. Бурные аплодисменты! Привет, котятки! На сцене команда КВН 5 ошибок папы. Мы 5 родных сестер. Кстати, а где остальные? Я вас просила нормальные удобные шмотки достать. А что не так? Это сейчас модно. Да как я в этом район кошмарить буду? Но в этом на картах сидеть удобно. В этом на картах сидеть стыдно. Юль, ты чего такая дикая? Просто папа хотел сына, а получил волка. Ой, сестренка, а что это у тебя в носу? Не трогай, слышь? А нефиг на крещение купаться там, где рыбачат! Так, Вика, замолчи. Нам и так из-за тебя миниатюру вырезали. А что это из-за меня? А ты на редакторе с ведущим как поздоровалась? Ты просто Мишка, а? Но мне не нужен Мишка. Ты пьяный добрый хищник, а я твоя малышка. Ну что тебе, мама, было? Да, вырезанный номер. Рыба пила. Рыба пила. А ты говорил не смешно. Это вы еще про леща миниатюру не видели? Я тебе дам леща. Ну вот, все на сцене. Вы не смотрите, что нас 5. Просто наш папа очень, ну очень хотел сына. Ну так вот он я, папина гордость, папина мечта. Не зря же говорят, идеального мужчину надо слепить. Все мы в детстве лепили из пластилина человечков, да? Но Костя первый ожил. Ой, девочки, это все не то. Давайте я вас всех представлю. Овца, 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 овца. А где пятая овца? Наши 5 было. Слышь, ты кого овцой назвала? Ща конфликт будет. Я сказала конфликт. А что Драка на хвостах. Успокойтесь. Я сказала у кого что нового в жизни? Ну вот, мы вчера на физкультуре прыжки в высоту проходили. Блин, ненавижу прыжки в
Ой, что мне в пупок дует? Ненавижу пупки! Кость, а ты какой подарок-то хочешь? Бабу! Я тебе дам бабу. Ну вот же она, вот! Кто? Это овца. Овца, 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 овца. Дорогой, я не поняла, что тут происходит. Прости, дорогая, но я просто вырос из этих отношений. Ну раз уж ты вырос, Костя, то сходи и принеси нам для миниатюры манекен с верхней полки. Окей? Вика, а ты чего с портретом Ромы вышла? Мы русские, с нами Бог. Привет, родненькие. Так я не понял. А ты что с моей фоткой на паспорт вышла? Украла? Опа. А что ты нам один сделаешь? Моя зеленая истеричка. Да и вообще я не один. А с кем? Я же Бог, со мной русские. Костя, а ты чего только чай с манекеном принес? Блин! Ненавижу верхние полки! А как же мой номер? Импровизируем. Представьте, выпускной медленный танец. А ты чего такой неразговорчивый? Ты что, сегодня не с той ноги встал, да? Порой мне бывает так одиноко. И я так нуждаюсь во второй половинке. Ты ведь тоже, да? А ты замечаешь, что он у тебя не полный? Ну да, я худеньких люблю. Так, ноги в руки и пошла отсюда. Девчонки, зацените, у меня новый парень. О, сеструха, молодец, дай 5. Вика, прости. Кто видел моего нового парня? Ах ты, кобель. Ну что, девочки, что будем делать? Женский суд приговаривает тебя к смертной казни через Голгофу. Стойте! Это же не Голгофа, а плаха. Продолжайте. Я спасу тебя, парень! Недавно Миша бросил девушку. Опа. В смысле ты ее бросил? Да просто так вышло, я ее взял, бросил, убежал. Только не бей, пожалуйста. Любишь ее? Да. Ценишь ее? Да. Тогда иди и расскажи о своих чувствах. Окей. Ник, прости меня, пожалуйста, я был неправ. Ну ладно, иди уже. Если что, я так-то сам решил ее вернуть. Мужик! Ладно, дорогуша, финалем. Ну и в конце. Наверняка у всех возник вопрос, почему мы выступаем в кигуруми. Просто в детстве мы случайно записали мультики на папину кассету с фильмом «Брат». Так сказать, сломали друг другу жизнь.
А с вами была команда КВН «5 ошибок папы». На ошибках учатся. Давайте еще раз похлопаем девчонкам. Ну и парнишки, конечно же. Ну, а мы продолжаем и говорим слова благодарности следующим людям. Мы выражаем спасибо, большое такое спасибо говорим владельцу кофейни «Кофею» Максиму Чугайтову, ваши аплодисменты. Главному редактору газеты «Парма» Веронике Казанцевой. Но также в чемпионат КВН Прикамья благодарит культурно-деловой центр за содействие и организацию проведения Коми-Пермяцкой лиги КВН на русском языке. Большое спасибо, Андрей Сергеевич, за то, что помогаете движению КВН в Коми-Пермяцком округе. Ну, а мы продолжаем. Сейчас перед вами выступит команда Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Вот так вот. Да. Они все уроженцы Коми-Пермяцкого округа и приехали к нам сегодня домой, можно сказать. Команда КВН «Мыля». Бурные аплодисменты! Команда КВН «Мыля» дома! Бурын, Кудымка! Ну что, девочки, о чем здесь будем шутить? Это же не Пермь. Тут про то, как наше название команды переводится, уже шуточки не прокатят. Хотя, я кое-что заметила. А тебя случайно не Макдоналдс зовут? Нет, это потому что я все, что ты любишь. Нет, это потому что тебе картошкой пахнет. Даша, у нас КВН вообще-то. А у меня свадьба. Ура! Да какая свадьба? Успокойтесь. Даша, 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 смотри, карась! Где? Обманщицы. Они не обманщицы, просто я хорошо маскируюсь. А спонсором нашего выступления является препарат Забавы-Ноу. Пистики-то уже не вставляют. Девочки, Гриша, Ваня, Рома, Саша. Саид, не угадали. Что же я приехал-то? Давайте что-то делать, я в финал хочу. Хотеть попасть в финал – это одно, а искать 5 пар туфель цвета мокрого асфальта у себя, Белоев. – это другое. Поэтому я сгонял до дому и пришел в нормальной обуви. Слушай, тебя ничего не смущает? Да ладно, тут не Пермь, здесь всех таких ходят. Говорят, что предки коми-пермяков ушли под землю. Это одна из причин, почему в Перми до сих пор нет метро. Итак, представьте, метро все-таки решили построить. Вы уверены, что их здесь нет? Может быть, в другом месте попробуем? Ага, мы же березняка выкопали. Может, лучше батюшку позовем? То есть вас вообще не смущает, что мы детской лопатой копаем? А шуткообразующим предприятием в нашем университете является энтузиазм студентов. Энтузиазм студентов на голодный желудок, но смешно. Итак, очень умный человек любит шокировать людей фактами. А вы знали, что в 1938 году Кудымкар образовался как город? Я вообще-то спросила вам пирожок с капустой и с мясом. А Ольга Бузова решила выпускать свой именной алкоголь. Бузич, у вас будет крутой тусич. А пока в Польше суд решает, принять ли за домашних животных куриц, смотрящих телевизор. Внимание, ситуация в мэрии Кудымкара. Итак, у нас 6 кандидатов на пост главы города Кудымкара. Вот как вы думаете, кто достойнее? Вы пироги брать будете или нет? Я нарисую свет.
поэтому чаще всего они находят себе достойного спутника по жизни. Итак, обычная романтическая история. Ловичий. Дом. Самое главное, чтобы они не узнали, что ты не копия. Дед, не выходи, это не пенсия. Внучка приехала. Бью челом. Внуча, привет. Жениха 5-10-61. 61-го? Да, ты говори, крепостное право отменили тогда, до меня все еще не дошло. Вы присаживайтесь. У нас в 62-м отменили. Ну, как зовут-то тебя? Ладно. Ильгуз. А? Такое популярное коми-пермянское имя. А работаешь где? На заводе. Рядом с мечетью. Удобно. Рядом с мечетью. Внуча, ничего сказать мне не хочешь? У нас все очень серьезно. Да, Ильгуз? Да. Мы, татары, держим слово. Пришла беда, откуда не ждали. Дед, свинью выпускай, ей здесь бояться больше нечего. Ну, а когда у тебя там день рождения? 1 мая. Хотела похудеть? Вот теперь праздновать в Рамадан будешь. Ну, про родителей своих расскажи. Меня воспитала улица. Казань, моя мать. О, да ты сирота. Еще и казанская. Зато не пьешь, не куришь. Не то, что мой дед, цыган. Что? Дед цыган? А я-то думаю, почему у него зубы золотые? Так вот, почему со мной вместе конь живет. А я-то думаю, он меня и в детский сад водил, и до школы провожал. Ба, ну вот ты скажи, почему ты каждый раз тогда на меня наезжала? Каждый раз? Вот тебе ярлык на мою внучку, теперь не отвяжешься. Ба, ну какая разница, кто он? Татарин или компермяк? Ведь самое главное, что я люблю его, и что он не из сельхозки. Что хотелось бы сказать в конце? Мы так давно уехали из Кудымкара, что уехали туда. Ой, что сказать вообще? В общем, мы так давно уехали в Пермь, что уехали туда на лошадях. Так приятно осознавать, что, вернувшись, ты узнаешь, что до Перми все так же можно уехать на лошадях. Еще раз. Команда КВН «Мыля». Бурные аплодисменты. Ну что ж, дорогие друзья, хочется сказать, чтобы вы не торопились покидать свои места в этом зрительном зале, потому что в конце игры мы будем разыгрывать призы от наших спонсоров. Каким образом, вы наверняка уже знаете, так как идете на КВН не в первый раз. Ну что ж, а мы продолжаем. На сцену выходят, можно сказать, самые маленькие, но самая старая команда КВН, которая есть у нас сегодня здесь. Команда представляет Йогинскую общеобразовательную школу. Команда КВН Йогвуси. Встречаем! Представьте, команда Йогвуси 8 лет назад. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Я Вика, но еще не выросла. Их родители. Веселые истории. Я Снежана, на 6 пополнела. А где Артур Арсений? Не везут. А почему вы девочки?
Снежана, где моя футболка? Они на нас! Где мои штаны, ребята? Они у меня в рюкзаке. Мне сегодня мама сказала, иди по штаники. Где они? Я не ясно сказала, они у меня в рюкзаке. Где мои кроссовки? Они на мне. Люди, вы на сцену посмотрите и сразу же все поймете. Давайте сейчас им покажем ра-та-та-та-та-та-та. А в чем мы выйдем? А в чем есть, в том и выйдем. Отряд, становись! На сцену шагом марш! Уважаемые зрители, просьба на наш внешний вид не смотреть. Смотрите на наши лица. Мы сегодня очень красивые. Мелочь, вы что сюда выперлись, а? Мелкие? Как в школе выступать? Так вы назовете. А там в КТЦ, так вот вам кукиш. Вы еще маленькие выступать на этой сцене. Мелкие? А кто по вечерам в куклы играет? Наверное, пора уже по свиданиям ходить, как я. А Снежана с моими одноклассниками в долг играет. Может, это не долг. А Туруч девочкам косички заплетает. Может, я так заигрываю? С куклами. Откуда ты все знаешь? А Стаса по утрам носки мама одевает. А если не оденет, то он так и ходит. Так, стоп, где мои носки? Они на мне. Потом оденешь. А Сеню я шнурки завязываю. А если... Нет. А я сейчас все родителям расскажу, что вы вчера натворили. Ребята, давайте по-хорошему уйдем, а то по гарку получим. И так как вся команда в сборе, мы пошли. Переодеваться! А я простил ее, но опять уйдет на мой взгляд. А теперь у нас есть паспорта, и мы можем спокойно оформить кредиты. Комибанк. Своим сами в долг, как сами в долгах, по как в шелках. Комибанк. Здравствуйте, я хочу оформить у вас кредит. В каких целях, мне интересно. А я хочу в своей деревне открыть салон красоты. У меня там будет чистка лица. Вот что у меня будет. Ну-ка, интересно еще что-то расскажите, что там. А я туда знаете, кого позову? Весь зал позову. Всех КВНщиков, всех родственников, всех учителей и всю школу. И что? Ну, рассказывайте. Я потом буду с гордостью ходить и говорить, что я всем рыло начистила. А я простил ее, но опять уйдет на мой взгляд. Представьте ситуацию, когда дочка хочет познакомить свою маму с парнем. Мама, ой, привет, доченька. Я тебя сегодня хочу познакомить с моим парнем. Ты же знаешь мое мнение о нем? Кстати, мама, откуда ты про него знаешь? В деревне слухи быстро распространяются. О, пацаны, сегодня моего и Костика день рождения. Надо им маме это понравится. Давайте отметим это щенчиками. Короче, надо, чтобы я вышел оттуда, и она сказала, какой мужик Перси. Я же как хулиган, да, давайте сейчас по-хулигански влечу со Спарты. Ой, Стасик пришел, привет. Вот, мама, это мой Стасик. Ой, какой дорогой мужчина. Я вам что сказала? Что приперли сюда? Мам, я чай принесла. Доченька, ой, какая молодец. Какой у тебя мужчина хороший. Дай поцелую. Дай. Иди за тортиком сходи. Хорошо? Сели! Так, стул один. Я сказала, сели!
Держу твоего. Ой, ну ладно. Сколько у тебя перхотя, прыщей-то сколько? Ну, все равно красивый. Да-да-да, мама. Ну, иди за своим альбомом, сходи детские фотографии, посмотри. Хорошо. Ну, темный перца, подарок принес? Подарок? Подарок? Ну, пацаны, я пойду. Пацаны, меня ждите! Да, доченька. А где Стасик? Не ушли, пойдем. Тортик покушаем без наберем. Когда мама очень сильно любит своего сына. Привет, Диночка. Привет, Люся, привет. Ой, ну рассказывай, как у тебя жизнь, как сыночек у тебя, Сашенька. Как сыночек, да, вот школу сейчас закончил с троечками. А мой Стася такой молодец, он у меня почти на красный диплом идет. Ой, какой молодец. А куда поступил? Да куда ему с такими оценками? В КЛТ, конечно. А у меня ведь не Кудымкар, он у меня в Пермь поехал. Он у меня и... что там? Ой, сейчас забыла. А вот, что там интересно? Нефтяной закончила, и речной закончила, и он, короче, все закончил у меня. Молодец, Стасик, он вообще... Боже, какой молодец. А у меня только на втором курсе, у тебя быстро что-то. Да экстерном. Как там говорится. Ну, рассказывай, чем занимается у тебя? Да бегает иногда, что он занимается чем? Что-то у тебя не... А у меня и пляшет, и танцует, и поет, и играет, и все. Мой Стасик вообще хороший. Ну, говорит, какая-то девушка, наверное, появилась. Ну да, девушки две были, обе стрёмные. Одна с КЛТ, другая с Сельхозки. Ой, а у меня мисс Поносова была. Мисс Кудырка была. Мисс Пермь была. Мисс Москва была. Сейчас мисс Мира встречается. Ой, какой у тебя Стаська. Мама! Ой, Стасик, что стало? На меня так губники нарываются. Сейчас мама разберется. Сказка «Царевна лягушка». Ванюша, ну поцелуй меня, и я стану прекрасной царевной. Может быть, даже... Ну ладно, давай. Нет, не могу. Ну, Ванюша, ну поцелуй меня, и я стану как Ольга Бузова. Ну ладно, давай. Так, стоп, Бузова? Тогда точно нет? Ну, Ванюша, ну поцелуй меня. Да я бы рад, потому что сейчас везде коронавирус ходит. Я не то что китайцев, я лягушек, которые шурятся, боюсь. Но я не болею. Простил ее, но опять намоился я с тобой. Моя попытка номер 5. Ребят, как думаете, мы сегодня выиграем? Сейчас погадаем. Победим, выиграем, победим. Вообще? Точно победим. А знаете про нас, что другие команды говорят? И что? Что у нас у гвоздь, кроме пермяцкий дух, никогда не выветрится. Точно не выветривается. То кушмановые пельмени, признавайтесь. Нюшки-бананюшки. Пришли в ПТЦ играть в КВН. Может, зря приперлись вы сюда. Шутили на ёлкинском стиле. Похлопайте скорее же, друзья. А мы ее гуси. Мы не бабуси. А мы ее гуси. Мы не бабуси, и пусть нас все твердят, что пусть он перят, не трогай КВН. Шуткой заведем, и шуткой заведем. Перед вами была команда КВН. Я гуси! Еще раз, бурные аплодисменты самой мимимишной команде.
нашей окружной лиги. Ну что ж, у нас еще есть несколько спонсоров, которым также хочется сказать большое спасибо. Мы благодарим Екатерину Подьянову, владельца Сакулы Скайбара и клуба Чиллаут. Ваши аплодисменты. Также выражаем слова благодарности Центру Российка здоровья, который находится по адресу город Кудымкар, улица 50 лет октября, 24. Сегодня этот день здоровья подать подарки нашим участникам. Ну что ж, давайте встретим следующую команду. Действующий победитель окружного фестиваля, который состоялся у нас в октябре. Команда представляет Кудымкарский лесотехнический техникум. Команда КВН Улюлю. Встречаем! Всем добрый вечер, ну а мы на этой сцене уже второй раз. Так что давайте зайдем как все домой. Нет, Алена, не надо! Let's go! Всем привет! На сцене команда Улю-лю! Алена, ну что за выход? Ты вся в своих родных. Твой отец пьет, твой дед пьет, твой прадед пьет, и ты тоже пьешь. Учитель продолжает в своем ученике. Всем привет! На сцене команда «Привет». Но чтобы взять чемпионство, мы решили немножечко симпровизировать и сделать так, как делают чемпионы. Перед вами новая монокоманда, и меня зовут Константин. Опа, а теперь Костяныч, а теперь актуальчик. Думаете, чем голова Ленина отличается от головы Петрова? Опа, не знаете? А я-то вот знаю, голова Петрова все еще варит. Ты чё вообще выперся? Твоя команда больше не уступает. Смирись с этим. Константин, вывози. Тихо, тихо, моя маленькая истеричка. А цветочек ты расцвел? Милая, у меня есть для тебя подарок. На 8 марта. И какой же? Материнский капитал. Дорогой, ты же мне этот подарок обещал. Ну хорошо, мой персик. Раз ты уж обещал, пойдем. Да-да, чего персики, назревайте. Ну а ты здесь что забыл? Я его позвал. Ну и зачем? Ты и так нам все выступление испортил. Вообще-то мы с ней приготовили песню. Ну показывайте. Наташа, подержи. Песня актуальная. С подругой мы в метлу пойдем, и хорошо там отдохнем. Взяли мы по шотовсем, но на пяток ставила. Держи, держи, волосы мои, держи. Так, хватит! Петрович, а кто это у тебя в телефоне записан, как в любое время дня и ночи? А давай проверим. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Как я у тебя записан? Какой у тебя на меня рингтон стоит? Так, хватит. Давайте переходить к миниатюрам. Ну что, Петрович, тряханем старину? Петрович, да не той стариной. Ну что тогда? Итак, давайте представим. В доме престарелых появились свои пранкеры. This is prank!
Итак, давайте представим. Бомж переезжает. Даже бомж переезжает. Поближе к центру перееду. О, с новостями! На глазах растешь. Когда узнал, что материнский капитал дают за первого ребенка. Есть еще пороховница. У каждого была такая ситуация перед сном. Случай в неблагополучном районе Куздымкара. Слышь, паренек, пендель, хочешь на получи? На, сдачу возьми, с хлебушка осталось. Ты чё, дурак? Меня папа с детства учил всегда сдачу давай. Бомжи бывают разные, но в Кудымкаре они особенные. Ну подними! Ну подними же! Еще 5 секунд не валялась! Ладно, сам подниму. Случай в Африке. О, меня на этой остановочке выкиньте. Ну а когда в Кудымкаре скользко на дорогах, то происходят именно вот такие ситуации. Ну подними! Ну подними же! Еще 5 секунд не валялась! Ладно, сам подниму. А этот ключик к центру приехал. Случай в лифте. Блин, опять лифт сломался, нужно вызвать диспетчера. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас сломался лифт. А вы одна там? Нет, с молодым человеком. А можно его позвать? Вас зовут? Да, слушаю. Сынок, с днем рождения. У всех была такая ситуация, когда хочется чего-то съесть, но не знаешь чего. Колбаску? Не. Огурчики? Тоже не. Сырок? Не. Водочка? О, водочка! О, колбаска! О, огурчики! Опа, сырочек! Каждый из нас в детстве зимой примерзал к чему-либо. Итак, смотрим. Молодой человек! Ладно, что? Помогите! Секундочку. Сынок, с днем рождения. Итак, давайте представим уборщицу после
возле душа. Куда по помытому? А раньше звали гулять именно так, в случае во дворе. Тёма! Тёма! Чё? Ты гулять пойдешь? Пойду. А сестра твоя дома? Дома? Ну тогда иди погуляй. Итак, давайте представим. Бабушки возле подъезда играют что, где, когда. Что? Где? Ну и в конце хотелось бы сказать, скоро весна. Появятся первые цветы, на улице станет тепло. И снова возле ваших домов будут сидеть бабушки. Что? Где? Когда? Вот это была команда. Улюлю! Привет! Пока! Вы уже доказали, что вы выиграли прошлую игру не зря. Давайте еще раз похлопаем им за ваше выступление. Ну что ж, уважаемые зрители, я напоминаю, что сегодня мы разыграем подарки от спонсоров. Не расходитесь. Итак, выступает последняя команда, монокоманда. Монокоманда означает, что в команде всего один человек. Действующий чемпион нашей Коми-Приморской лиги. Команда КВН-1 в поле не воин. Встречаем! Алло, алло, Маша, меня слышно? Короче, тут такое дело, я в Китае был. Отсюда вообще не выбраться. Ну, я тайно границу пересек, пока не проверялся. Сразу сюда, я уже возле КДЦ. Никто в зале об этом знать не должен. Значит, выйди к зрителям. Скажи, что я долго переодевался, сейчас буду. Так? Они что, все слышали? Я женщин не бью. Но единорогов только так. Убегай за кулисы. Ой, Миш, привет, давно не виделись? Не-не-не, стой там, стой там. Да вы чего все? Я вон какой большой, а вирус, он вот такусенький. Я в России кое-как держусь, а он выживет, да? Ладно, ладно, да, я понял. Но мне уже прописали лекарства. Громкие аплодисменты. Те, кто не хлопал, знаете, мне на вас чихать. Ну все, теперь я совершенно здоров, если не считать одной маленькой болемики. Во мне живет КВНщик Владос. Он появляется, когда делаю оборот вокруг себя и показывает миниатюры. После победы в прошлом сезоне я почувствовал известность, когда какой-то парень в коридоре сфоткался рядом со мной, а потом сказал: отойди, ты закрываешь ребят из лесного. Поговорим о здоровье. Я люблю спорт, спортивную одежду и ненавижу гопников. Из-за них я не могу спокойно носить олимпийки. Я как-то шел на встречу с подругой в кофейню, вижу, там как раз такие ребята занимаются турниками, спиливают на металлолом. И вот мы сидим с подругой, пьем кофе, и в какой-то момент она меня спрашивает: Влад, а как правильно, гляссе или глиссе? А я сижу в олимпийке, бренда Раша. Я говорю: ты вообще видишь, в чем я? Я если челку вот так сделаю, кажется, что я сюда зашел денег попросить.
Но гопники это не единственное, что мне не нравится. Меня недавно оставили дома с кошками и детьми. Терпеть не могу ни тех, ни других. Но я, чтобы хоть как-то развлечься, решил показать свое превосходство. Нашел лазер, стал им светить. Началась эта дикая ловля. Потом за ними еще и кошки стали гоняться. Кто-то может сказать, что я унижаю детей. Да, но я часто бываю унижен. Меня где только не унижали. Недавно меня унизил банкомат. Я увидел на нем эту надпись: вносите до 300 купюр за раз. 300. Я даже если все деньги положу, столько не будет. Не осталось в России столько 10-рублевых купюр. И еще знаете, при снятии этот приятный звук пересчитывания денег, и он одинаков, независимо от того, снимаешь ты 100 рублей или 100 тысяч рублей. Не то чтобы я снимал 100 тысяч, просто я на этой сумме в фантазиях остановился. Я как-то выдумал себе миллион, стою, слушаю, наслаждаюсь. Опускаю глаза, там 2 50-рублевые. Меня откачивать пришлось. К слову о деньгах, самое время для взятки. Цветы всем девушкам в жюри. Вам бархатцы или петуньи? Ладно, потом выберите. А, да, о девушках. Я учусь в 11 классе и ношу огромный рюкзак, пока мои одноклассницы используют сумочки. Сумочки. На моих глазах девочка оттуда достала 2 учебника, 2 задачника, справочник, обувь и обед. У тебя там 5 склад не держит, такая площадь пропадает. Я наклонился к сумке и крикнул: «Как?» Как? Мне эхо ответило. Да, я учусь в 11 классе, мне всего 17 лет, но я довольно старо выгляжу, поэтому поговорим о сухофруктах. Как вообще можно просто брать и есть сухофрукты? Если персик – это красивая, стройная девушка, которая говорит тебе: съешь меня. На что ты смотришь? Я твой обед. То курага – это противная тетка из паспортного. Которая орет: что ты смотришь, у меня обед. На этом у меня все. Всем спасибо. А теперь Владос. Опа, папулечки, привет, кудымка. Ну что? Время для миниатюрочек – это КВН. Поехали! Романтичный бездомный подкатывает к девушке. Но вообще, у меня есть своя жилплощадь. Коробка из-под холодильника. Я не бомж. Я фиксик. Мальчик с очень развитой фантазией ест котлету в школьной столовой. Какие все-таки у Петрова вкусные лобстеры. А теперь представьте, очень самоуверенный парень сейчас покажет вам супер смешную миниатюру. Медсестра забыла кислородную маску для пациента. Последняя миниатюрочка в школе «Новый учитель». Итак, дети, я ваш новый классный руководитель. Сразу о главном. Сдаем деньги на шторы. Первые 8 рядов 150 рублей, остальные 100.
Так, я не понял, а ты чего вышел? Ты, может, хочешь урок вместо меня провести? Запомни раз и навсегда, чтобы тебе здесь стоять, ты должен получить 5. Д. Так, я не понял. А почему парты только 5 принесли? Молодцы. Каждому 5 баллов. Потом вернете. Ну что, миниатюрочки кончились, так сказать, приехали. Снова время Влада. Для тех, кто все еще думает, что КВНщики нормально зарабатывают и не думают о деньгах, посмотрите, сколько команд сегодня пошутило про материнский капитал. А мне это не интересно, я простой парень из 11 класса. Зачем мне сейчас ребенок, если он не прибавит баллов к ЕГЭ? С вами была команда КВН-1 в поле не воин. Влад и Владос. Спасибо за внимание. Ну что ж, это была последняя команда с конкурсом фристайл. И под ваши бурные аплодисменты я приглашаю все команды выйти на сцену. Незачет, Костяника, 5 ошибок папы, Мыля, Югуси, Улюлю и 1 поле Невой. Ну что ж, друзья, уважаемые жюри, время поставить оценки. Максимальный балл за этот конкурс является 5. Начнем по порядку, согласно выступлению. Команда КВН не зачет. Ваши оценки. 4, 4, 4, 3, 3. Продолжаем. Команда КВН Костяника. Все судьи 3 балла. Судьи на сегодня строгие, я смотрю. Команда КВН 5 ошибок папы. 5, 4, 5, 4, 4. Команда из города Пермь, Мыля. 4, 5, 4, 5, 4. Команда КВН Йогвуси. 4, 5, 4, 4, 3. Команда КВН Улюлю. И закрывал этот конкурс команда 1 в поле не воин. 5, 5, 4, 4, 4. Ну что, счетная комиссия у нас оценки услышала. Она подводит общий средний балл, а мы переходим к следующему конкурсу. Костя и Артем. Просьба вынести одну стойку, 1 микрофон и 1 микрофон унести жюри. Конкурс «Разминка». Команды готовились к конкурсу «Разминка» с залом, но я решил переиграть. У нас сегодня конкурс «Разминка жюри». Костя, принеси, пожалуйста, микрофон жюри. Жюри приготовило интересные вопросы. Ну что ж, ваша задача, уважаемые команды, смешно на них ответить. Давайте договоримся. 1 ответ. Хорошо, 7 команд. У нас должно быть максимум 7 ответов. Ну что ж, кто первый? Иван Андреевич Челохов, ваши аплодисменты. Добрый вечер, Колымка. Здравствуйте. Итак, команды. Лед сошел. А куда меня все подмывает? Время пошло. Лед сошел. Куда же подмывает нашего члена жюри? Я не знаю. Вот ты пока ехал с Верещагина, тебя не смыло? Нет, пингвины сидели на льду, я видел. Ну, нормально. Команды думают. Ты не мог что полегче придумать? Зависли. У нас в Кудымкаре лед еще не сошел. У вас сошел? Второй вопрос у меня еще хуже, так что... Ну нормально. Нормально. Итак, есть ответы? Выходим. Выходим. 5 ошибок папы, ваши аплодисменты. Повторяйте вопрос. Итак, лед сошел. А куда меня все подмывает? Ну, походу, с Верещагина в Кудымкар? Вот ответ. Оставайтесь здесь. Только мой тебе совет. У меня в Чайковском квартира уже куплена. В Чайковском? Вот ты туда чаще ездишь на Южную Лигу. Мы тебя сегодня не отпустим, не отпустим. Я обещаю. Есть еще варианты ответов?
И есть, я смотрю, да? Есть? Есть. Улю-лю, ваши аплодисменты. Вторая команда. Повторяю вопрос. Итак, лед сошел. А куда меня все подмывает? Поближе к центру. Даже знаю, куда тебя заселить, если что. Так, ответов больше нет. Большое спасибо. Передавайте микрофон дальше, пока отдохните. Иван Андреевич. Итак, директор КДЦ. Ваши аплодисменты, Андрей Сергеевич Ермаков. Добрый вечер. Вопрос. Я задам тривиальный вопрос. Процитирую нашего классика и хотел бы услышать на него ответ. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух». И ответ ваш. Вот так вот. Уроки литературы. Продолжите, пожалуйста. Это Пушкин, да? Пушкин? Да, точно. Можно повторить? Просят повторить помедленнее. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа». И продолжите, пожалуйста. Я старался запомнить, не получилось. А сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Готовит просвещение дух. Можно одной строчкой, можно двумя. У нас все студенты, они литературу не посещают. Походу. Йогвуси, ваши аплодисменты. Повторяйте стихотворение. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух». И А КДЦ нам открывает дух кино. Спасибо. Не зачет. Вопрос. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух». И Когда больницу новую откроют? Ну, допустим, один в поле не воин. Андрей Сергеевич, вопрос. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух». И может, когда-то я стану мудрым? Не, ну а чё, ну а вдруг? А вдруг? Есть еще варианты ответов? Ответов больше нет. Продолжаем. Константин Синегов, Парма новости. Вопрос вот какой из русского языка. Зачем в русском языке буква «ё»? Интересно. Зачем в русском языке буква «ё»? А ты сам используешь эту букву в своих статьях, Костя? Там сейчас стали печатать букву «ё» в газете, я заметил. Я не читаю газету, прости. На сайте тоже. Сайт, да, сайт читаю. Итак, один поле не воин. Вопрос. Зачем в русском языке нужна буква «ё»? Спросите у Ивана Андреевича Елохова. Оригинально. Не зачет. Вопрос. Зачем в русском языке нужна буква «ё»? Ну ё-моё! Допустим. Вопрос. Костя? Зачем в русском языке нужна буква «ё»? Да ё-моё, как я зарабатывать буду? С твоей деятельностью, Юль, ты не пропадешь. Продолжаем. Мыля. Зачем в русском языке нужна буква «ё»? Это карма, чтобы паспортный стол горел в аду. Логично. Чем он отличает КЛД? Вопрос. Зачем в русском языке нужна буква «ё»? Да, чисто из-за команды «Йо-гвуздь». Йогвуздь, неужели ваш ответ ответили? А вы зачем их подслушиваете? Тот же ответ был, да? Видимо, нет. Был? Другой придумала. Вот представляете, если бы не было буквы «ё», как бы нас вообще тогда называли? Вот идентичный ответ. Итак, большое спасибо, Костя. Дина, есть вопрос? Дина Браун, ваши аплодисменты, дорогие друзья. Певица, специалист КДЦ. Всем привет! Я сегодня пришла на КВН в откровенном наряде. А на что готовы вы? Дина, Диночка. Боба, повторяй вопрос. Дина! Я пришла сегодня на КВН в откровенном наряде. А на что готовы вы? Ну неужели еще вопросы есть? Мыля отвечает.
Я пришла сегодня на КВН в откровенном наряде. А на что готовы вы? У меня парень Ильгуз. Что происходит? Не зачет. Вопрос. Я пришла сегодня на КВН в откровенном наряде. А на что готовы вы? Стоп, 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 стоп. Это из-за вас правительство распустили? Дина спалилась. КЛД отвечает. Улюлю. Я пришла сегодня на КВН в откровенном наряде. А на что готовы вы? Тише, тише, моя маленькая певичка. Ой, Костян, думаю, ты живым не уйдешь сегодня. Продолжаем. Ягуси. Я пришла сегодня на КВН в откровенном наряде. А на что готовы вы? Я бы сказала, я еще несовершеннолетний. Но он готов. Ради победы, да. Итак, отвечает Костяника. Вопрос. Я пришла сегодня на КВН в откровенном наряде. А на что готовы вы? А я готова на это. Вот так вот. А тебе слабо? В откровенном наряде, так, Костяника. Я могу по-другому. По-другому. Ну, потом Косте покажешь. Ну не надо палить контору, видишь? Ага, продолжаем. Татьяна Николаевна Климова. Кольпаринатский национальный драматический театр. Вопрос, Татьяна Николаевна. Сергей Львович подсказывает, давай тоже про откровенный наряд. У меня не такой сегодня. Добрый вечер. В последнее время, ни для кого не секрет, в последнее время у нас из театра ушло много актеров. Где нам искать героев-любовников? Где нам искать героев-любовников? Вот такой вопрос. Ага, один уже есть, если что. Вот такой мужик. Вопрос. В последнее время у нас из театра ушло много актеров. Где нам искать героев-любовников? У меня есть один знакомый, 2. За одну зарплату. Костя отвечает. 5 ошибок папы. Вопрос. Так, это, видимо, все претенденты. Давайте вот на этом остановимся, заберите его и все. У нас из театра ушло много героев. Где нам искать героя-любовника? Моя Ниночка, а еще вопросы есть? В последнее время у нас из театра ушло много актеров. Где нам сейчас искать героев-любовников? Диночка, извини, работенка образовалась. Костя, что ты заднюю включил? Жить захотелось? Допустим, не зачет. В последнее время у нас много актеров ушли из театра. Где нам искать героев-любовников? А вы в объявление про материнский капитал напишите. Ну, допустим, Ягуси отвечает. Вы, наверное, в Йогове тоже слышали. У нас много артистов ушло из театра. Где нам искать героев-любовников, дорогой? А чем мы вам не герои-любовники? Рыжий, выйди! У нас своих таких полно. Рыжий! Рыжих вы откуда берете? Я понял таких, как Костя. Ну, Рыжик откуда? Ладно, допустим, мыля. И я, наконец, последняя надежда. Где же нам искать героев-любовников? Да еще которые на комбинатском говорят. Записывайте номер 8922. Спасибо. 8922. Все, достаточно этого набрать. Так, еще пару вопросов. Иван Андреевич Елохов, ваша... Ну, не издеваются, а много говорят про акцент, про пермяцкий. Я вот тоже окую, когда куда-то ищу, сразу слышно это. Вообще, какой акцент хотели бы вы? Какой акцент хотели бы вы, уважаемые команды? И по что? Значит, в центр приезжаешь, да? Когда на веселье? Не знаю, сейчас коробочка освободится. Ну, хорошо. Итак, какой акцент хотели бы вы, уважаемые команды? Один в поле не воин, ваши аплодисменты. Вот, давай, какой акцент хотел бы ты? Тот, на который певицы в откровенных нарядах ведутся. Опа! А какой акцент хотела бы ты? У нас каждая со своим акцентом. Вот так вот.
Круто. Ну что, говори, какой акцент хотел бы ты? Чао, персик, да, зрувай. Все, вот у тебя уже такой есть. Зачем тебе еще один? Ой, какая красота. Итак, ты про Тему или про нее? Нет, ее. В чем тоже ничего. Итак, какой акцент хотела бы ты? Чтобы за КВН, за участие в КВН платили деньги. Это кладу. У него второй сезон еще. Ты оптимистка. Юкуси. Итак, какой акцент хотел бы ты? Из меня контрпермятский акцент никак не вытрешь. Чувствуете, кошмарный пельмень не завалил. Как ты вот на финал приедешь, давай я тебе устрою вот кушмановые пельмени, сварим тебе. Ты поймешь, что это такое. Ты пока не понимаешь. Я вот сейчас чувствую лучше молчать, да, чем говорить. А нет, все, давай вопрос, все, давай, вопрос. Алин, ну давай, какой акцент хотела бы ты? Ну точно не на ее. Все, большое спасибо. Есть ли еще вопросы, уважаемые жюри? У кого-нибудь? Вы готовы выставить оценки? Если вы сомневаетесь, можно еще один вопрос. Все. Вот просто мы не знаем, как ставить оценки, а у нас так надо аккуратно. Максимум 1 балл, минимум 0,4. Как вы будете выставлять, решайте сами. Еще вопрос будет? Музыку включите, мы сейчас все обсудим. Музыку, хорошо. Аплодисменты командам, аплодисменты жюри. В это время, дорогие друзья, я хочу разыграть призы среди наших зрителей. Юкуси, можно самого маленького участника позвать сюда? Самого маленького. Ко мне, иди ко мне, не бойся. Ром, спасибо, помогай. Как тебя зовут? Алина. Аплодисменты Алиночке. Я думаю, это не совпадение. Взрослая Алина ушла, маленькая осталась. Алин, слушай, сейчас ты будешь выбирать, кто у нас получит приз. Все очень просто. Я буду крутить места в нашем зале, вот они здесь. Ты, не глядя, пальцем должна тыкнуть в этот листочек. На какое место попадешь, тот выиграл приз от чемпионата КВН Коми-Примятского округа. Договорились? Давай, закрой глаза, закрой. Давай, пальцем. Оп. Ряд 9, место 19. Есть? 19 место. Ну так выходите сюда. Участие, помогите. Мы вручаем вам, а вот с другой стороны, сертификат на посещение нашего кинотеатра «Киномир». Здорово, продолжаем. Алин, давай. Глаза закрывай глаза. Давай. Пальчиком. О, хорошо. Ряд 10, место 21. Есть? 21, ряд 10. Место 21. Видимо, нет. Алин, давай дальше. Глаза закрывай. Глазки закрывай. Давай. Оп, хорошо. Ряд 6, место 11. Ряд 6, место 11. Есть. Аплодисменты. Мы также вручаем вам сертификат на посещение нашего кинотеатра. Алин, мы продолжаем. Да, продолжаем. Готово? Давай. Давай, пальчиком. Оп. Здорово. Ряд 12, место 10. Ряд 12, место 10. Есть тоже вот мальчик у нас. А тебе повезло. Ты получаешь бесплатный пригласительный билет на финал Коми-Примятской окружной лиги. Именно ты первый обладатель билета на финал. Кстати, финал у нас состоится 28 апреля, друзья. Это вторник. Итак, продолжаем. Рома, ну что, Алиночка ушла? Да, давай ты будешь, да? Давай, пальчиком. Оп. Вот у тебя пальчик соскочил. Ряд 3, место 11. Ряд 3, место 11. И снова у нас молодой человек. Ты вручаешь сертификат от кофеек Максима Чугайнова на кофе. Ну что ж, у нас остался один приз. Один приз. Ром, давай. Давай я. Хоть разок. Все? Оп. Попал. Это у нас ряд 6, место 16. Ряд 6, место 16. Есть? О, девушка, ваши аплодисменты. И вы получаете кружечку от сети оригинальных подарков. А точнее, магазин оригинальных подарков «Ёшкин кот». Ну что ж, есть еще один подарочек. Алин, ты мне помогла, я дарю этот подарочек тебе. Также от «Ёшкин кот». Держи. Ну что ж, уважаемые жюри, вы готовы выставить
оценки. Мы готовы. Счетная комиссия также готова записывать. Мы слушаем вас. Итак, 0,4 балла у нас получает команда Костяника. Ваши аплодисменты. Далее. 0,5 балла получает команда Незачет. 0,6 балла. Вот меня все равно, у меня же мой акцент, меня тянет по-другому слог ударение поставить. Конечно. Но будем по-вашему. Мыля. Мыля. 0,6. 0,7 балла получает команда Юбвузи. Далее. И команда лидеров, четверочка. 0,8, 5 ошибок папы. Хорошо. 0,9. Один в поле не воин. И один балл ровно. 1 балл ровно. Ну что, счетная комиссия выявляет победителей и призеров сегодняшней игры. А в это время, под ваши бурные аплодисменты и музыку, мы вручим сертификаты участников всем командам. Итак, сертификат участников вручается команде КВН «Незачет». Коми Каменский, агротехнический техникум. Незачет, пожалуйста. Команда КВН «Улюлю», Кудымковский, лесотехнический техникум. Команда КВН «Костяника», город Кудымка. Наши дебютанты. Представители КВН, молодцы. Команда КВН «Мыля», город Пермь, уроженцы Пермского округа. Держи дальше, молодец. Команда КВН «5 ошибок папы». Команда КВН «Йогуси». Ну и, конечно же, команда КВН «Один в поле не воин», город Кудымка. Итак, счетная комиссия. Все готово? Диплом можно вынести мне. Я буду их вручать. А, нет, у нас же сегодня еще призы есть, как я мог забыть. У нас обычно призы только на фестивале, а я подумал, почему бы нам не сделать призы на каждую игру. Уважаемые жюри, вы должны определить приз за лучшую шутку. Лучшую шутку. Иван Андреевич, посовещались? Посовещайтесь. А я пока приглашу на сцену Олега Щепкина, владельца барбершопа «Карма». Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Олег сегодня выберет победителя за лучшую мужскую роль. Ну и, конечно же, сертификат победителя на бесплатную стрижку. Привет, Олег. Держи сертификат, да и микрофон. Всем привет, ребят. Кто знает, кто не знает. Меня зовут Олег. Я являюсь владельцем Карма Барбершоп. Единственным в городе барбершопом. Салон мужских стрижек. Все, кто не был, прошу. Кто тебе понравился больше всего? Если честно, ребят, выделить могу 5 ошибок папы, да, правильно я назвал? Да. Шестой вот вариант. Шестой, который не ошибка папы. Константин Кривощеков. Папа. Кудымков, Кудымковский. Второй, подожди. Здорово. Слушай, ты можешь выбрать второго, у меня есть подарок. У меня есть подарок. Я не к тому, вот смотри, я хочу выбрать второго, Костя, да, правильно? Иди сюда. Ваши аплодисменты, Костя. Хорошее выступление. Ребят, давайте сейчас среди двоих чувачков, кто выиграет, решите вы. Просто мне они оба понравились выступления, и мне нужна помощь ваша будет. Решается с помощью аплодисментов, сначала да? вот за этого мужика аплодисменты. Мощно. Походу без шансов, Костян. А кто знает, да? Костян пошел. Братан, ну ничего, зато у тебя, смотри, 5 девчонок там, господи. Конечно, ты уже победил. Справишься. Поздравляю. Так, Константин Овчинников получает. Поздравляю. Бесплатная стрижка. Барбершопа «Карма». Спасибо, Олег. Уважаемые жюри, лучшие шутки, лучшая женская роль. Ваня, объявляй микрофон, а я буду вручать подарки. Да, что-то мы тут, я потерялась и все. Потерялся? Да. Ну кого что понравилось? За лучшую шутку мы решили. За лучшую шутку... Да, делай правильно. Давай за лучшую шутку. Если нам позволит, Дина сейчас озвучит лучшую шутку, которая, несомненно, понравилась девушкам из жюри.
Давайте. Мы просто с Татьяной Николаевной никак не могли выбрать бархатцы или розы. Владислав Новиков, шутка про цветы. За диплом на радио «Лучшая шутка» и сертификат от родника здоровья. Подарочный сертификат на омолаживающую процедуру лица. Тебе пригодится! Супер! Совпадение не думаю. Миша, а это подарили Владу или Владосу? Я думаю, обоим не помешает. Половину ему, половину ему. Итак, лучшая женская роль. Значит, вот смотрите, мы решили так, что девушки тогда отдают у нас за это, да, Владу, а мы отдаем за лучшую женскую роль. Значит, на самом деле девчонки все классные. Вот на самом деле аплодисменты всем девушкам. Ваши аплодисменты, девчонки, все потрясающие, все красивые. Много думали, много ломались, но все-таки решили отдать этот приз вот этой сумасшедшей девушке из 5 вот этих вот ошибок папы в зеленом. В зеленом, вот это маленькое. Юлия Золотова! Молодец! Итак, диплом лучшая женская роль, а также, вот тогда, где тут у меня? Вот, смотри, тебе сегодня не абы что, а абонемент на 8 посещений тренажерного зала на стадион Парма. Вот так вот. Вот так вот. Ну что, призовые места, да? Призовые места. У нас три места, можно диплом, я не считал. Список есть? А, список я уже забрал. Что это туплю? Да, я старый, походу. Итак, третье место, диплом за третье место, а также приз от газеты «Парма». Абонементская карточка на первое полугодие газеты «Парма». И 8 билетов в кинотеатр «Киномир» с результатом 5,2 балла. 5 ошибок папы, Комик Брянский. Второе место. Ну, ладно, не знаю. И подарочный сертификат от Комик-Бердянского национального театра на 6 билетов на спектакль. Один парень не воин. Ваши аплодисменты. Пойдет Влад, пойдет Владос. Четверых сам набирает, хорошо? Ну и первое место. Максимум баллов за полуфинал. И сертификат от Скайбара на сумму 1000 рублей. Команда КВН «Улю-лю». Балла автоматом на финальную игру. И первые 3 команды, которые сегодня заняли призовые места, автоматом попадают на финал. Остальные команды ждут решения жюри на разборе полетов через 10 минут. Ну что ж, дорогие друзья, на этом полуфинал закончим. Ждем всех вас 28 апреля на финале. Любите КВН, смотрите КВН, играйте в КВН.